В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Бюджет Якутии на ближайшие 3 года прошел первое чтение. Несмотря на прогнозируемый дефицит, все социальные обязательства, включая выплату зарплаты, пособий, в документе учтены и являются приоритетом. В Усть-Алданском улусе формируют специальные бригады для отстрела волков. Решение принято после того, как численность хищников превысила 30 особей. В Якутске открылась выставка из тех быран, где собраны артефакты из захоронений рода Тыгына-Тархана. Узнаем, какие экспонаты были представлены. Бюджет Якутии на 3-летний период был принят в первом чтении пленарного заседания. В документе учтены обязательства государства по выплатам зарплат и социальных пособий. Прогнозируемый общий объем доходов госбюджета Якутии составит 309 миллиардов рублей, из которых объем безвозмездных поступлений составит 85. Объем расходов в следующем году будет равен 317 миллиардам рублей, что приведет к дефициту в размере 7,5 миллиарда рублей. Ко второму чтению, запланированному на конец ноября, ожидается множество предложений, так как будут утверждены несколько источников финансирования. В принципе, бюджет неплохой, скажем, да? Напряженный, сложный, но тем не менее доходная часть у нас не уменьшилась по сравнению с 2025 годом, вот именно в режиме первого чтения, которое принято. Мы удовлетворены тем, что со стороны федерального бюджета уже есть документ, подтверждающий дотацию на сбалансированное выравнивание бюджетной обеспеченности. Мы получаем даже больше, чем в 2025 году. Бойцам из Якутии в зону СВО отправлены 6 машин, которые прошли ремонт, техническое обслуживание и готовы к выполнению задач по транспортировке грузов и военнослужащих. Технику передали от Мегино-Кангаласского района, Якутская-энерго, дирекция биологических ресурсов и гуманитарных грузов волонтерских организаций республики. Машины будут доставлены 2 большегрузными машинами до опорного пункта в ДНР, затем будут переданы в подразделения нашим военнослужащим. На прошлой неделе выехали в зону специальной военной операции подарочные продуктовые наборы для военнослужащих, приуроченные ко Дню народного единства. Такие же наборы уже доставлены в Хабаровские, Приморские края, Санкт-Петербург и Улан-Удэ для бойцов, проходящих лечение в госпиталях. С подарочными наборами также направлена колбасная продукция местного производителя «Хатуаз» в количестве 1 тонны. Юристами координационного центра состоялся выездной прием граждан город Покровск по вопросам специальной военной операции. Эвакуированы 11 человек экипажа 2 судов, застрявших во льдах в Булунском районе, сообщает служба спасения Якутии. Корабли застряли во льдах на реке Лени в районе села Кюсюр при следовании по маршруту Быковский-Якутск. По слов главы Кюсюрского наслега, причина остановки судов неизвестна, так как вода не замерзла. В 10:45 на место стоянки судов улетел вертолет Ми-8 полярных авиалиний. Экипаж судов доставили в ТИКС. Информация о пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи, не поступала. В Усть-Алданском районе будут сформированы бригады охотников из-за роста численности волков, которая, по оценкам госинспекторов, коневодов и охотников, засчитывает более 30 особей. Поводом для активных действий послужило недавнее видео от жителя Тюляхского наслега, зафиксировавшего следы стаи из 11 хищников. В настоящее время ведутся переговоры с дирекцией биологических ресурсов для организации финансирования предстоящих работ. Вместе с тем остается нерешенным вопрос с выплатами за прошлый сезон. Из-за недостаточного республиканского субсидирования охотники до сих пор не сдали шкуры добытых волков. Но надеемся, что вопрос решится. А охотникам надо приобрести запчастей для снегоходов «Буран» и специальной техники, и также орудий охоты. В этом году свое десятилетие отмечает служба ранней помощи, открытая в 2015 году на базе Центра развития ребенка детского сада «Радуга» Амгинского улуса. Она является одним из важных направлений работы по социальному проекту учреждения «Семья плюс мы». Подробности в сюжете далее.
Деятельность службы направлена на решение проблем, связанных со своевременным выявлением, воспитанием и обучением, социальной адаптацией и интеграцией в обществе детей с различными нарушениями в развитии и с риском нарушения, исходя из индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка, начиная от рождения и до 3 лет. Здесь работают у нас педагоги, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, физинструктор и, конечно же, инструктор по гигиеническому воспитанию. За 10 лет у нас охват детей был 176 детей. Наши педагоги выезжают по заявкам других дошкольных учреждений, оказывают методическую помощь в проведении занятий по логопедии, проведении занятий педагога-психолога. В поддержку семей специалистами проводятся психолого-педагогическое обследование детей в возрасте, коррекционно-развивающие мероприятия с детьми, консультирование родителей по вопросам развития и воспитания детей с 2 месяцев до 3 лет. Также работа в службе ранней помощи дает педагогам стимул для творчества. Чтобы провести занятия, педагогу нужно показать детям игры, пособия. И для этого они их делают своими руками. И мы хотим вам представить небольшую выставку, где педагоги изготовили пособия для таких занятий. Это по развивающим играм. Пособия изготовлены к настольным играм, к дидактическим играм, к показу сказок. Это игры изготовлены для развития слухового внимания учителем-логопедом. Это музыкальные игры. И я еще забыла сказать, что все эти игры – это авторские. Ранний возраст является важнейшим периодом жизни человека для формирования фундаментальных способностей, определяющих дальнейшее его развитие. Своевременное выявление нарушений в психофизическом развитии ребенка, оказание ему и его семье психолого-педагогической помощи очень важно. Даяна Федорова, Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Амга. В селе Учуги Миконского района завершается строительство новой школы на 60 мест. Объект, возводимый в рамках общереспубликанского движения «Моя Якутия в 21 веке», близится к сдаче благодаря вкладу золотодобывающих предприятий района. Сами жители и взрослые, и дети активно участвуют в благоустройстве прилегающей территории, считая школу будущим центром общественной жизни. Руководство района надеется на поддержку республики в решении вопроса полного оснащения нового здания необходимым оборудование. По Учугейской школе началась финишная прямая по строительству и ремонту этой школы. У нас завезена первая партия из 2 по оборудованию оргтехники и мебели. Коллектив школы провел субботники. Были проведены инженерные работы, сантехнические работы. И там выравнивание у нас, получается, было по территории. И установили новые емкости, так что ждем уже окончания работ. В Мегино-Каргаласском районе в поселке Нижний Бестях в рамках федеральной программы «Культура» в новом культурном центре открылся долгожданный для жителей поселка кинозал на 47 мест, оснащенный всем современным оборудованием, которое будет осуществлять показ фильмов в различных форматах. Новому кинозалу дали название «Юбилейный» в честь первого кинозала, который открылся в 1982 году. Партнером кинозала выступает компания «Саха-фильм». Сам кинозал будет работать 6 дней в неделю. Открытие нового кинозала «Юбилейный» связано с историческим событием, так как мой папа был первым директором кинотеатра «Юбилейный». С 1982 по 1992 год он был директором. После перестройки, когда началась перестройка, после этого кинотеатра не было у нас. Сегодня мы открываем и очень надеемся, что у нас будет очень много посетителей. В Якутске открылась традиционная выставка «Лучшие ювелирные украшения Якутии-2025». На подиуме более 10 ювелирных домов, коллекции ручной работы и эксклюзивные изделия из якутских алмазов. Экспозиция состоит из работ не только именитых мастеров ювелирного дела, но и эксклюзивных украшений новых авторов. Уникальная экспозиция собрала более 100 авторских эксклюзивных работ, более 30 мастеров. Организаторы отмечают, проект помогает развивать внутренний рынок и популяризировать северное
современное ювелирное искусство в России и за ее пределами. Лучшие ювелирные украшения – это уникальные украшения. Каждое изделие имеет свою историю, легенду, о которой может рассказать ювелир очень интересно. И то есть это получается, что мы, сохраняя традиции нашей народа Саха, которые издревле занимались ювелирным искусством, продолжается по сей день и продолжится далеко в будущем. В республиканской школе-интернате почтили память первого тифлопедагога Якутии. В рамках мероприятия были подведены итоги творческих конкурсов, направленных на поэзию, и премии Ивана Горного. Награда присуждается за личный вклад в развитие культуры и образования для незрячих и слабовидящих людей. Все торжества нацелены на поддержку талантов с нарушением зрения и популяризацию наследия Ивана Николаевича Егорова-Горного. Несмотря на все трудности, он поехал совершенно незрячий, он поехал сам учиться в Петербург, то есть в Ленинград в то время, выучился и приехал, работал в нашей школе. Он не только тифлопедагог, он стал поэтом, публицистом, философом и автор брайлевского шрифта на якутском языке. В Музее археологии и этнографии СВФУ стартовала уникальная выставка. Экспозиция из тех быран представила свыше 100 артефактов с раскопок могильника дагенитов, потомков легендарного Дагына Дархана. Исследования мест захоронений проводились аж с 30-х годов прошлого столетия и продолжаются до сих пор. Как отмечают исследователи, археологи по-прежнему находят там различные реликвии. Самым примечательным экспонатом выставки стали вещи, найденные на месте захоронения самого знаменитого дагенита Мазары Базекова. Эта выставка будет находиться на территории Северо-Восточного федерального университета примерно месяц, до середины следующего месяца. Потом мы планируем эту выставку показать в Кангаласском улусе, в Краеведческом музее имени Гаврила Васильевича Скринфонтова. Еще дополним и покажем уже землякам Дагына Дархана. В Якутске дали старт 13-му Всероссийскому фестивалю «Наука 0+.» В течение 3 дней ученые научных учреждений республики расскажут школьникам и студентам, а также заинтересованным взрослым о своих достижениях. Все лекции и выставки проходят в доступной и понятной форме. В рамках фестиваля в этом году планируется проведение более 180 мероприятий. Основными площадками выступает Федеральный исследовательский центр Академии наук, подразделения научных институтов, вузы и колледжи Якутска. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.